Здравствуйте, ребята! Урок физической культуры. Тема «Казахские национальные игры». Асык-ату. Цель обучения – объединять собственные и другие творческие задачи, предлагая конструктивные рекомендации по мере необходимости. Объединять свои творческие способности и идеи с другими для создания новых элементов, которые могут быть переданы в разных ситуациях. Цель урока – формирование у детей уважения к историко-культурному наследию казахского народа, повышение интереса детей к знанию казахских национальных игр, приучающих к ловкости и меткости. Жесты, используемые в игре асык. Алши – положение сжатой в кулак вытянутой руки, когда большой палец выставлен прямо вверх. Бук – положение вытянутой руки, когда пальцы рук, собранных в кулак, повернуты вниз. Шик – положение вытянутой руки вперед, когда пальцы, сжатые в кулак, обращены вверх. Тай – положение кисти рук, когда все пальцы вытянуты вперед. Шонка – положение вытянутой вперед руки, когда 4 пальца кисти обращены вертикально вверх. Омпа – положение вытянутой вперед руки, когда 4 пальца кисти обращены вертикально вниз. В 2011 году в Казахстане были официально утверждены правила игры в асык-ату, и уже с 2015 года стали проводиться чемпионаты на уровне республики. Более того, в последние годы казахстанская сборная показывает отличные результаты на международном уровне. Игра в асыке включена в число этнических видов спорта Всемирных игр кочевников. В прошлом году на Всемирных играх кочевников за призовые места боролись 8 команд из 7 стран. Это Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Россия, Чехия, США, Монголия и Республика Алтай. Сборную команду Казахстана представляли 8 спортсменов. По итогам игр команда завоевала бронзовую медаль. Асыки. Очень распространенная национальная... Асыки. Очень распространенная национальная казахская игра, правила которой передаются из поколения в поколение. У каждого умудренного опытом игрока должен быть свой мешок с асыками или альчиками. Это овечья коленная кость. Ее специально вываривали и красили хной, чернилами или красками. Иногда заливали изнутри цветными и драгоценными металлами. Среди всего набора асыков обязательно должен был присутствовать большой альчик, называемый сака. Козырная кость. Он и выполнял в игре роль самого главного трофея, если участник сумеет с помощью своей ловкости его выиграть. На земле чертится круг диаметром 1,5–2 метра, по желанию. В центре круга проводится линия, длина которой зависит от количества игроков и асыков. Каждый игрок ставит на кон свой асык. Нельзя ставить подряд 2 асыка одной стороной, иначе любой другой игрок может забрать асык. Право первого броска разыгрывают по жребию. В 2–5 метрах от круга рисуют линию, и с нее игроки будут прицельно бросать свою сака, пытаясь попасть в асыки, стоящие на кону. Если игрок попадает в асык на кону, и тот будет выбит из круга, то игрок забирает его и снова бросает свою сака в асыки, стоящие на кону уже с линии круга. В случае промаха ход переходит к следующему игроку в порядке очередности. Когда было хотя бы одно попадание в асыки на кону, все игроки бросают сака с линии круга. Если асык выйдет из круга, выбивший его станет владельцем. Если асык остался в круге, то следующий игрок с линии круга выбивает его из круга. Если у игрока закончился запас асыков, он может разменять сака на несколько простушек. Ребят, скажите, какой тип игры вы сейчас посмотрели по видеоролику? Что вы узнали, чему научились,
Что хотите узнать? Спасибо за внимание.